Добрый день, дорогие телезрители, добрый день, дорогие зрители национального телевидения. На каналах НВК Сахай, Якутия 24, очередной выпуск программы «Подворье», которую вот уже неделю веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И надо сказать, что это мне в кайф, потому что темы такие замечательные: отопление, газификация, всякие, если не учесть там всяких кроликов, с которыми бегала Даша Анкехова, то вообще кайф. И сегодня мы находимся на замечательном таком дворе. Это производственное предприятие. И я гарантирую, что сегодня будет грязно, пыльно и очень-очень такой heavy metal. Потому что родная редакция нам поручила сделать, мне и Руслану Ачирову, нам поручила сделать скамейку для ведущих программы «Утро Якутии», которую иногда в качестве хобби, что ли, ведет вот тот товарищ, которого сейчас лечат по технике безопасности, Руслан Ачиров. Я напоминаю, что у нас на инстаграм-страничке «Подворье», нижнее подчеркивание, ЯК24 в инстаграме идет розыгрыш замечательного кейса от магазина 220 вольт. Подписывайтесь, отмечайте своих друзей, вовлеченных в темы частного строительства и благоустройства. Надо сказать, что я, кроме того, что нормальный такой журналист, я еще и талантливый дизайнер, да, и я с моим непосредственным участием при помощи специалистов компании Artnik, которая является одним из таких вот масс держащими ребятами в плане там хорошего такого экстерьерного, такого ландшафтного дизайна, да, мы разработали проект некого сооружения, на котором будет усаживать свое вот это вот место Руслан Ачиров замечательный со своей напарницей, там, либо с Полиной, либо с той же Дашей Анкеховой. Да? Всем привет. Привет, Руслан. Да, привет. Тебя залечили по части техники безопасности, да? Да. Тебя конечно. залечили, Руслан будет производить работы определенные по металлу. У него будет часть heavy metal, а у меня будет soft wood. То есть я буду заниматься некоторыми аспектами деревообработки. Artnik — это одна из замечательных подрядчиков в плане благоустройства. Да? И у нас любая садовая мебель там, и так далее имеет много общего с теми сооружениями, которые стоят в местах общего пользования, как говорится, общественное пространство. Да? И ребята из Artnik уже съели 12 собак. Мне говорят, что ты там пристал к собакам и так далее, разве их можно кушать? Ребята, по-моему, с Artnik кушают кошек, потому что у них пропала кошка совсем недавно, которая служила талисманом их предприятий. Они в данный момент ищут. Коля и Миша, давайте поближе подойдем все-таки. Они ищут, чтобы мне дать, чтобы я ничего лишнего не отрезал. А мы смотрим, чтобы они дали Руслану, чтобы он тоже лишнего не отрезал. У нас объединенный выпуск программы «Испытан на себе». И сегодня, я еще раз говорю, Руслан будет испытывать на себе, что значит делать садовую мебель для дачи и так далее. Смотрите, какая организация у ребят. Замечательные монтажные столы, такие продуманные, хорошие. Я сделаю небольшой экскурс. Вот эта вот система, да, система, которая называется French Clutch. Вот такая, наверное, многие видели в Ютубе, да. И вот это каждая кассета вставляется вот такие полочки. Это вообще must-have любой мастерской. Стоит оборудование по металлообработке. Вот Николай Никифоров, один из ведущих мастеров компании Artnik. Гриндер, смотрите, да, тесочки, торцовочка по металлу, всякие прибамбасики. И все это очень-очень в таком рабочем порядке. Вот это и есть рабочий порядок. А когда все вырезано и так далее, начинаешь подозревать хозяина в некой такой этой. Я не знаю, зачем металлообработки и прочим бензопила Husqvarna, да, я не знаю. Обычно это принадлежность джиперов там и так далее. Вот Руслан, когда ездит на всякие прорывы, он использует это. Использовать, Руслан, ты куда пропал-то вообще? Ты заходи в кадр, выстраивает кадр для того, чтобы успеть наработать. Давай, Руслан будет сегодня орудовать замечательным полуавтоматом «Аврора». Он, скажем так, уже в одном из выпусков программы «Испытан на себе». Работал уже с таким, да? Да, но один раз. Один раз работал. Ну ничего, один палец, два пальца, ничего страшного. Тем более потерян в кадре. Их 10. Как вот эта штука называется? Ну, короче, садж какой-то, да? Сковородки замечательные для, опять же, жарки мяса, обжарки овощей и так далее. И смотрите, такое хорошее место самое, заходим сюда. И практически я попадаю к себе в гараж, но свой гараж, который выстроен по идеальному такому порядку. Да?
абсолютно такой же рейсмус, как у меня Jet. Абсолютно такой же, как у меня на 900 ватт стружка отцов Jet. Фрезерный столик с встроенным Makita 3612 на 2 киловатта. 2 киловатта. Крепления, скажем так, бокового упора, они такие абсолютно не гламурные. Опять же, системы French Clutch, которые, видишь, написано шестигранники, биты и так далее. Предел мечтаний, да, чугуневый распиловочный стол, предел моих мечтаний. Но единственный минус, он достаточно немобильный. По-моему, да, человека 4 могут только перетаскивать. Смотрим здесь. Здесь же стоит аналог 65-го джета, долбежник, по-моему, это корвет, да? По-моему, корвет, фуган с долбежным приспособлением. Долбить в нашем случае, в случае столярничества, это нормально. То есть просверливать какие-то дырки в определенных плоскостях. Это нормально. И сейчас вот мы еще... забыл, компрессор стоит, системы, значит, в любой момент можно обдуть вот этого дела и поднять. Я же обещал, что будет пыльно и грязно, да? И еще раз, must-have любой мастерской, обдувание и прочее, прочее. Ну все, Руслан, давай кончай там, завершай заниматься своими камерами. Николай, согласитесь, что мой проект, да, той, ну не садовой скамейки, ну вообще утилитарной скамейки, он такой некий парящий. Ну да. Нормальный такой дизайн, да? Такая Нормальный легкая, такой. Да. Кстати, Володя, по-моему, который работает сейчас на радио в Москве, подсказал идею. Мы сидели, обдумывали с Николаем Мершиком, с Николаем Никифоровым, что же можно сделать, чтобы вот эта скамейка не опрокинулась под таким мощным парнем, как Руслан Ачиров, да? Потому Ну, не если- совсем мощный. Нет, если к тебе добавить Полину Долинскую, будет мощно. Да. И решено было сделать из трубы профильной 60 на 35, по-моему. На 40. 60 на 40. 60 на 40. 60 на 40. То есть абсолютная гарантия того, что скамейку не опрокинет, скамейка не сложится под определенными углами, потому что швы у нас, дорогие друзья, будут накладываться под вот такими углами, да, под вот такими углами. Ну, все, давайте мы дадим Руслану возможность наложить шофель или что-нибудь типа такого, да. Михаил, возьмите процесс ваш, я буду комментировать как Супербоул, да. Итак, да. Я хотел сразу сказать, что я вообще не опытный. Сварщик, поэтому... Так, да. И Руслан отрезает заготовку. Вы объяснили, да, что нельзя отрезать заготовку и вместе с этим свой палец? Объяснили, да? Да. Очки защитные. СИЗы – это в деле вообще обработки любой поверхности, это номер 1. То есть в данном случае перчаточки и я бы, защита органов зрения, очечки, поликарбонат. Выглядит очень брутально, да. Спасибо огромной компании Artnik, которая согласилась еще раз на глазах у изумленной публики с весьма неопытными телеведущими сделать вот этот вот экспириенс. И Руслан сейчас будет отрезать металл. Режем металл. Ну, Николай, давайте мы стоя как комментаторской будки будем комментировать. Размеченные, я так понял, заготовки, да? Да, это заготовка размечена. Ага. И Руслану предстоит отрезать под определенным углом. А это не проще было сделать на той торцовочной пиле? Она немного уводит. Люфтит. Да. Ага. Там хорошо сделать 45-й угол, что под 45 градусов. Фиксированный угол, да? Да. А тут у нас А угол здесь получается плавающий. стандартный угол, да. И... Волнуется парень, сразу видно, и как бы не накосячить. Но друзья у него на самом деле очень хорошие. Женя Форд, к примеру, да, который занимается сваркой, металлообработкой уже довольно долгое время. Я думаю, что общаясь с ними, он какие-то навыки получил. Так что немножко привирает, говорят, что варить его раз. Потому что джиперу варить рулевую тягу и так далее, это всегда. Ну, хотя, когда просто наблюдаешь, уже что-то впитываешь. Да, конечно. Как держать руку, как не отрезать палец. Но я все-таки
почему я зацикливаюсь вот на отрезанных пальцах и так далее, потому что безопасность на производстве это прежде всего. Я очень-очень рад, что ребята имеют высокую культуру производства, которая обеспечивает также и безопасность. И с обратной стороны, резко с обратной стороны. Вот сейчас важно, чтобы плоскость совпала, да? Да. Или не важно, можно потом обработать. Ну, небольшой дозор, в принципе, не такой страшный. Главное, чтобы градуса 2 потом совпал. Всегда приятно что-то делать для себя своими руками. И Руслан, который знает, что он эксплуатирует эти скамейки будет сам, я думаю, испытывает очень такие возвышенные чувства. Тем более он будет сидеть на крыше нашего студийного павильона. У тебя все конечности целые? Да. Все отлично. Михаил, следите за этим, это нас особенно волнует. Болгарочка, кстати, да, деволтовская же, да, это, ребят? Деволтовская болгарка, насколько? На 650 ватт? Я сейчас даже не подскажу. 700 или 900 ватт, по-моему, да? Ой, у нас время-то летит. Может, мы пока пройдем цех деревообработки или пока заготавливаете наконечники для того, чтобы Руслан сварил под определенным углом, да? Ну, пока они будут зачищать и так далее, может, пройдем пока в деревообработку и прогоним, скажем так, мой показательный, потому что иногда люди думают, что приходят, тут, понимаете, журналисты, начинают мешать там толковым ребятам и так далее. Я просто хочу показать, что и для меня это дело не новое. Вот обшивка. Обшивка нашей будущей скамейки. Смотрите, какая текстура лиственницы. Я обожаю работать с лиственницей. Смотрите, какая текстура. И при грамотном финишной обработке, которую вчера, кстати, вот один из Володя Луковцев, вы знаете? Да, который, ну, он дома красит, да, а тут получается, ну, определенное изделие. И мы вот это вот старое, я так понимаю, это все сделано из обрезков. Мы вот эту вот старую обработку снимем сейчас при помощи рейсмуса. Ну все, вот эти мне заготовки нужно прогнать, да? Да. Поможете мне просто с микрофоном, как-то довольно сложно. Все, сейчас звук уйдет, я просто отложу микрофон, просто полюбуйтесь на то, как работают руками журналисты телеканала Якутия-24. Я отложу микрофон. Ага, замеряем. Под какую толщину вывести? Сейчас толщина заготовки 2,6 делаем. А сейчас сколько? 2,7. Сейчас 2,7. 2,7 и выставляем 2,7,5. Не сильно много будет? Нормально, да? Нормально. Все, замечательно. Я запускаю стружка отсор.
нужно еще прогнать через рейсмус и боковые стороны, которые, ну, будем надеяться, перпендикулярны. Ну, по крайней мере, вот эта сторона, где производился пил, он перпендикулярен. Да. Он перпендикулярен, нужно снять вот сначала закругленную сторону, потом все стороны. Выставили уже под значение, да? Хорошо. И это все делается вот при помощи штангенциркуля. Еще одна операция по деревообработке. После соседнего цеха мы варим уже или ждем вас? Варите. Хорошо. Мы скажем, что там фрезеровать надо. Это побольше, да? Мы выскочили из цеха деревообработки. Здесь продолжается обучение Руслана премудростям сварки. Я не хочу мешать вот в его камере. Николай Эртюков, руководитель компании «Артник». Еще раз здравствуйте. Сколько заказов вот на общественное пространство вы уже успели сделать за сезон 2021 года, получается? За сезон, получается, где мы делали? Верхоянск сделали. О, Нерюнгри. Отправили уже. Нерюнгри у нас в процессе, Томот в процессе, скамейки, урны. Что у нас еще? Алдан на стадии переговоров. Ну, работы хватает. Ну, это же нельзя назвать чистым лофтом, да? Это что-то такое. Не, чистым лофтом это нельзя назвать, потому что А какой стиль? Модерн какой-то, да? мы делаем все. Все. Да, как говорится, Вплоть до классики. согласно технического задания, можем сделать все, что угодно. Квалификация ребят позволяет. Позволяет. Ага. И это же у нас что? Это мы больше это воспринимаем как творчество. Как хобби. Ну, Создаем, хобби, создаем красоту. да, хобби, который приносит определенный доход. Это нормально, это для меня то же самое. То есть я для себя делаю, я не плачу деньги в магазин. Это нормально. Ага. И Руслан продолжает попытки успешные вполне, надо сказать, приварить под определенным углом. Как вы оцениваете тот проект, вот этот парящий проект, скамейки, на котором будут сидеть ведущие? Нормальный же такой проект? Я тебя нахвалю. Сидеть будут. Нет, в смысле, красота вот эта некая парящая. Давай мы сейчас попробуем на струбцинах, что ли, Николай, собрать вот эту конструкцию на струбцинах, что ли, и представим, а потом оставим дело Руслана, все вот эти процессы сборки и так далее, он будет уже показывать в своей программе, испытан на себе. Давайте мы сейчас... А где они? Где наши ножки? Да. Упорный парень продолжает делать швы. Ну, потом все вот эти швы зачищаются и так далее, а мы, да, та-да-дан, а мы представляем вот эту вот самую конструкцию, которую, конечно же, специалисты компании «Артник», Николай, Михаил, они заранее подготовили, и у нас получается такая вот конструкция. Видите, смотрите, две боковины, которые, на которых будет сидеть поперечина. Просто схематически соберем. Можно так, да. На самом деле они приварятся вот в
торец же, да? Да. На самом деле в торец плоскость будет одна. Приварится чуть пониже, получается. Чуть пониже, чтобы... Да, и уровень доски у нас вровень. Все понял. То есть доска не плашмя ляжет на боковину, а ляжет в уровень. В уровень получается. Да. Ну просто схематически мы соберем сейчас. Еще раз. Да, я сейчас притащу пару планок. Вот этих необработанных, да? Схематически, чтобы у вас было видение той конструкции, которая у нас должна получиться. Да, замечательно. Это очень схематически. Еще раз, конечное творение мы покажем в программе Руслана «Испытано на себе». И одну планочку, с вашего позволения, мне вот так. Спинка также будет, опять же, в уровень, ну, вот такими вот планочками сделана. Ну, в принципе, понятна конструкция, да? И двое человек на ширине 120 сантиметров абсолютно спокойно поместятся. Согласны, Николай? Вот такая вот конструкция. Нормально? Нормально. Можно даже тиражировать на какие-то общественные пространства, если из каких-то муниципалитетов будут пожелания, сделайте нам, сварганьте такую же скамейку, абсолютно как у Руслана Ачирова и Дмитрия Аргунова, абсолютно легко делаете. С идеей к нам пришел Дмитрий. Схематической. Да, схематическая, но они... Чуть-чуть ее доработали Да, и... не доработали. Самое главное расчеты. Нужно было рассчитать всю толщину и габариты профиля для того, чтобы вот эта штука... Мы же хотели сначала, по-моему, 40 на 25 сделать, да? Ну, чтобы она более легковесно казалась. А потом при моделировании в специальной программе ребята... Настояли, чтобы сделать ее более прочной. Да, Потому что если делать, то делать, чтобы не ломалось. да. И не потому, что Руслан вот такой вот крепкий, мощный, да, он худеет на самом деле, а Полина и тем более Катя Винокурова, они, ну, девочки вообще невесомые. Но еще раз, вот эта вот штука, она не будет опрокидываться, не будет заламываться и все прочие вещи. Что-то у нас на связи нет студии. Минута или две осталось, да? Так, вот все понятно. У нас остается 1 минута, и еще раз мы просто схематически показываем вот наше творение. Окончательный вид изделия приобретет в программе у Руслана «Испытан на себе». И мы продолжаем параллельно съемки программы «Испытан на себе». Руслан продолжает дуговую, чуть ли не полуавтоматическую сварку. А мы напоминаем о том, что на инстаграм-аккаунте «Подворье ЕКТ» идет розыгрыш замечательного приза от магазина 220 вольт. Ставьте комментарии, подписывайтесь и получите шанс, чтобы Лиза Онейр могла определить победителя. Ну, давайте еще увидимся через неделю, потому что следующая неделя будет тема там с козочками, с грядками, рассадами от Даши Анкехова. А суровый такой сельский дед Дмитрий Аргунов заканчивает свой недельный цикл. Было приятно с вами работать, получать обратную связь. Увидимся. Пам-пам.